Дядя Колчин, добрый день, друзья. Вот, чтобы сегодня вообще день не потерять, вышла и решила почистить мою кладовку. Помните, если вы помните, смотрели меня, то я вам говорила, что у меня в кладовке ужасный бардак. И вот это ему подтверждение. Сейчас вот приберу. Ну, этот кусок я еще немножко прибрала в эту сторону соленья. Это у меня еще прошлогодние все остатки. Сейчас перемою вот эти все баночки, переставлю туда, подбелю, где вот грязненько. Правда, капитально что-то делать у меня сейчас не получается, но просто решила немножечко так прибрать. А так, наверное, поближе к поздней осени дочка обещала приехать, полностью все вынести и убрать здесь. Тут вот инструменты у меня у сына, просто он их туда закидал. Ну, порядок должен быть, конечно, капитальный. Так грязно у меня и практически никогда не было, но так получается. Это банки. Но эти банки все закатаются все равно в мешках, которые они уйдут, пока я все закатаю. Это у меня мельница такая для перемолки этого, ну, пшеницы, кукурузы, чтобы делать корм. Дробилка, не мельница, а дробилка. Перемалывать корм для цыплят и для скотины. Сегодня до обеда не могла ничего делать. Вчера после эфира вообще не спала. У меня же эфир был допоздна, в принципе, уже первый час был. И как раз мама зашла маму проведать, а ей было плохо, давление подскочило. Вызвала скорую, возила с ней почти до 3 утра, можно уже утра сказать. А потом она немного заснула, но мне так не получилось заснуть. Утром ей опять стало плохо. Снова вызвали нашего участкового врача. Она выписала лекарства, опять сделали уколы. Но вроде бы сейчас отошла. И решила, давай-ка я здесь уберу. Все равно в доме пока еще ничего не успею. И у меня еще дочка в гостях. Гостит она у меня там в ванной. Ну, не в ванной, а в котельную. Ну, у меня там раньше ванна стояла. Мы и по привычке ее ванной называем. В котельню убирает. А сейчас я здесь просто приберусь так более-менее, чтобы хотя бы немножечко божеский вид привести вот это вот. И пойду, что-то надо будет готовить. Вот, чтобы совсем не пропадать у вас с ленты, дорогие мои. Если меня долго не будет, значит, у меня проблемы с мамой. Потому что что-то мамино сердце у нас не очень-то. Не знаю, что будет, но ничего. Надеемся на лучшее. Врач хотя бы немножко меня так успокоила, сказала, ничего страшного, все будет хорошо. Ну и вот, друзья, так более-менее привела кладовку в порядок. Вот видите. Конечно, желала бы, чтобы было более аккуратно, но, в принципе, в кладовке, ну, никак невозможно, чтобы прям было чисто. Ну, чисто-то можно, но так, чтобы как-то аккуратно, потому что когда хозяйство большое, лишних вещей очень много, их приходится везде и завешивать, и выкидывать жалко. Вот много чего и выкинула, если честно, но все равно кое-что бывает нужно, те же эти проволоки, те же бечевки, что только не нужно бывает, те же вот старые одеяла, все бывает нужно. И вот эти вот запчасти наших этих бывших машин. И сын, когда работал, я уже говорила, он работал механиком, и оттуда принес домой все вот эти вот запчасти, все эти штуки. И освободив кладовку, пришлось их понатыкать везде по разным кладовкам, короче говоря. Ну, вот так вот. Видите, у меня в этом году топленого масла мало очень. Но я надеюсь, что все-таки уже, алхамдулилlah, корова приходит более-менее в себя. Ну, правда, один сосок полностью пропал у коровы. Вообще ни капли молока. Но с тех троих уже литра 3-4 за раз я надаиваю и понемножку накапливаю молоко. Тем более сейчас, по идее, нас будет мало дома, никого не будет, кроме меня. Ну, я, мама и Дивер, наверное. Так что
И масло, наверное, поднакоплю. Я не люблю, когда у меня не бывает в запасе литров 20, хотя бы 20-30 литров топленого масла. Но это когда большая вся семья у нас была, мне это было нужно, потому что всегда делалась халва, всегда делался сладкий рис, всегда делались лепешки, чапельгиши, поэтому масло мне всегда бывает нужно. И все зажарки для супов, для всего я тоже делала обычно на топленом масле. Ну вот, друзья, пока вот сегодняшняя моя работа. Ну, хотя бы так себе, ничего. А то было в действительности здесь настолько грязно, что мне даже было самой сюда противно заходить. Никак не успевала. Ну, так немножечко теперь довольна. Вот. В кладовке, где перепелки, тоже я прибралась. Это у меня пшеница и ячмень, которые я купила. А это то, что мы, ну вот, через дробилку раздробили, перемололи. Ну, разные тут у меня кукуруза, пшеница, ячмень. И у меня где-то оставалась соя тоже. Я их вместе, и жмых. Из них делаю общий корм для и уток, и для цыплят, и для всего вместе. Ну, а это вот наши перепелки. Все время хочется сказать перепелята. Не знаю, будут ли в этом году перепелята или нет. Второй раз заложила, но не знаю, что с ними будет. Ну, вот так вот, друзья. Сегодня убрала везде, получается. И в кладовке, и в этой кладовке с перепелками. И в котельне мы прибрали немножко. Но в котельне мне все-таки еще придется оставить брудер с цыплятами. Сын сюда не разрешает цыплят, потому что почему-то, не знаю, он говорит, что вдруг еще перепелки заболеют. Покажу вам, вот у нас собралось яйцо перепелиное. Вот так вот. Ну, так вот покажу, то свою тень все показываю. Вот видите, 2 коробочки. И вот еще вот накопилось. Это у меня сейчас заказ. Надо отдавать заказ. Итак, едим мы дома тоже. Эти беленькие, эти потемнее. Это чуть светлее. Нет, не показывала. Уже темно на улице. Ну вот так вот, друзья. И это хозяйство мне оставляет мой сын и уезжает. Ну вот, друзья, это у меня вот котельня. Когда-то у нас тут стояла ванна, правда, пока мы дома ванну не сделали. Ну так, это типа котельни, подсобки как-то вот. И цыплята у меня тут бывают, и руки тут мы моем после того, как за скотиной посмотрели, или еще что-то. Вот такой вот титан тут у нас стоит. Вода греется. Ну, просто я вынесла уже брудер, но пришлось занести, потому что холодно. Видите, мои автоэлектрончики лежат здесь. Это у меня инкубатор, но он сломан. Надо с ним тоже заняться. Ну вот, друзья, вот такое у меня хозяйство, конечно, не очень аккуратное, не очень чистое, много чего надо. Вот это помещение вообще-то мы хотим сделать, знаете как, полностью ободрать вот это все. И плиткой надо будет обделать ее плиткой полностью, и пол, и стены. И она будет как-то, знаете, убрать этот титан. Ну, чтобы здесь можно было, ну, в действительности просто помыть руки после того, как что-то сделали. И делать омовение перед намазом тоже, чтобы вот такая комната будет. Несколько раковин вот приделаются. Ну, это были такие наметки у нас до того, как произошло с нами то, что произошло. Уже говорить об этом не хочется. Ну, ничего, Аллах даст, сделаем. А так, пока как подсобка, как в действительности в любое время занести сюда птицу, которая холодная, цыплят, это помещение годится, потому что в доме есть ванна, и ничего страшного. Это, в принципе, это подсобное хозяйство получается. Ну вот как-то так, друзья.
Недавно буквально красила, но все равно вот с этими стеклятами тут немножко опять испачкалась. Но чуть-чуть попозже. И дочка меня просит: мама, давай чуть-чуть попозже, я везде тебе побелю, везде тебе покрашу, пока нет времени, и сама этим не занимайся. Меня просит. Ну ладно, думаю, не так уж страшно грязно, сюда все равно никто чужой не ходит. Ну вот как-то так, друзья. Хоть и не очень аккуратно, просто показала вам, как я живу. Может быть, неправильно, но вот как получается. Этих своих маленьких любимчиков хотела снять, но что-то они мне разбежались. Ай, ну это вот торпентунчики мои, видите, уже подросли. Вот так вот. Их у меня 8 штук. 4 где-то бегают. И вот у меня интересный петушочек. Перевертыш, как я его называю. Видите, они у меня научились ходить сюда к перепелкам. Перелетают через забор и вот клевать корм у перепелок. Вот. Покормлю их до того, как загоню свою птичку. Никак не успеваю вот зарезать дальше своих этих старшеньких уток. Осталось их еще, по-моему, штук 15, по-моему, которые постарше. Должны быть, только 5 штук я зарезала, было их 20. Просто никак руки не доходят. Ой, завтра еще и сын уезжает, так и не успела их, чтобы он зарезал. Надо будет кого-то просить, тут умолять. Не любят резать птицу, если честно. Так вот, друзья. На вечере мы просто пшеницы насыпала, не стала уже корм смешивать. И вот мои любимчики прибежали. Кинула им немножко творожочка. Чубатенькие, голышейки. Не все, что-то они не все. Их у меня было 20 штук, но осталось 17. Значит, где-то бегают. Так вот. Ну, подросли немножечко, друзья. Видите, какие у нас чубчики. Мне даже пришлось подстричь некоторые чубчики, потому что они не видели, друзья. Ну, вот так вот. Все. Сейчас они поедят, загоню их. Уток усей загнала. Теперь подаю корову. И займусь ужином, друзья. Ну, все, пока. Может, еще успею, что-то сниму, что приготовила. Закину. Нет, так завтра утром. Так что, друзья, пока-пока.